Бесконечные санкции и давление на Россию, шантаж и риторика угроз вплоть до военных действий – ничто иное, как попытка подчинить страну, подчинить нашу волю внешнему диктату. Как бывало не раз в истории, такие действия привели к консолидации всех конструктивных сил общества вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина и его курса на укрепление могущества страны. Нам предстоит избрать новый состав республиканского парламента. Уже сегодня можно предположить, что предстоящая избирательная кампания будет активной, а дискуссии принципиальными и жаркими. Безусловно, будущий состав Госсовета должен сочетать в себя, с одной стороны, необходимые обновления, а с другой – преемственность, основанная на успешном опыте работы. Правоохранительным и надзорным органам следует на ранних стадиях и более принципиально принимать меры конкретным юридическим и должностным лицам для недопущения разрастания возникающих проблем. Обилие противоречий информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов. Недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития республики порой приводит к сомнительным формулировкам. В этих условиях серьезной задачей средств массовой информации становится распределение информационных потоков по целевым аудиториям, каналам и формам доставки. Кратно возрастает ответственность СМИ за качество распространяемых сведений, а также министерств, ведомств и муниципалитетов за своевременное реагирование при распространении недостоверной информации. Поручает от медиа организовать соответствующую работу. Хөрмәтле депутатлар, Татарстан үткәненә игътибарлы мөнәсәбәте белән аерылып тора. 1920 елда Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасын төзү зур әһәмиятле тарихи вакыйга булды. В апреле этого года издан указ президента Российской Федерации о праздновании столетия образования Республики Татарстан. Хочу также отметить предстоящее в будущем году 50-летие нашего автогиганта КАМАЗа. Уникальный завод и город, построенный трудом сотен тысяч добровольцев со всех уголков Советского Союза, является воплощением самоотверженного труда. Сегодня КАМАЗ, ведущее предприятие автопрома, один из брендов и предмет гордости Татарстана и России. Шахабетдин Мәрҗани татар дөньясының улы шәхесе. Аның тууына быел 200 ел тулды. Мәрҗани исемен йөрткән мәчет янында бөек галимгә һәйкәл ачылачак. Бу аның халкыбыз үсешенә керткән зур өлешен тану булачак. Принятый взвешенный вариант поправок, действующий законодательство создает необходимые условия для изучения родных языков народов России. Уверенность в этом придает высказывание Владимира Владимировича Путина на образовательном форуме МАШОК, где он призвал возродить на новой основе программу сохранения национальных языков. Вместе с тем, обсуждение языкового вопроса должно стать серьезным уроком для нашей системы образования, для всех нас. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку, наше серьезное упущение. Министерство образования и науки Республики во взаимодействии с Федеральным министерством необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации. Учебные планы и программы должны учитывать обязательность изучения родного языка. Следует продолжить работу по совершенствованию подходов изучения предмета государственный язык республики. Кроме того, Министерству образования и науки следует проработать комплекс вопросов, касающихся развития всей инфраструктуры национального образования и завершить совместно КФУ создание Национального педагогического института. Татар халкы үсеше стратегиясен кабул итүне сузу безне бердә бизәми. Ул татарларның милли идентификациясе һәм халыкның үткәне, бүгенгесе һәм
киләчәге уртак карашка нигезләнеп берләштерүче документ булырга тиеш. Искәртеп үтәм, бу эш өчен Бөтендөнья татар конгрессы җаваплы. Иҗади креатив яшьләр аерым игътибар сорый. Алар алда торган бурычларны стандарт булмаган алымнар белән хәл итә, яшь буын фикеренә йогынты ясый. Необходимо и дальше развивать центры креативных индустрий, привлекать их представителей на существующую инфраструктуру культурных, образовательных и молодежных центров, поддерживать создание и тиражирование новых творческих проектов.